фильм, в котором снялся Рамзан в качестве главного героя, который они преподносят как историческое кино, имеет такое говорящее название «Волшебный гребень». Я посмотрел этот шедевр сквозь смех и искреннее удивление, ведь очевидно, что это никакое не историческое и никакое не кино, а такая пародия на гайдаевскую комедию про труса, балбеса и бывалого. Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Сегодня в нашей программе разговор с министром иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Иналом Шариповым. Инал, добрый день! Добрый день, Инна. С нашего прошлого с тобой разговора нас буквально засыпали письмами и вопросами. Мы все понимаем, что твоя работа лежит больше в непубличной сфере, что предполагает твое общение непубличное с различными политиками, дипломатами, аналитиками различных западных центров в Европе и Соединенных Штатах Америки. Но, видишь, придется выходить в эфир, потому что зрители очень просят освещать некоторые темы так, как это можешь сделать только ты. Так что, похоже, нам с тобой придется создать специальную рубрику на нашем канале и регулярно выходить в эфир и отвечать на вопросы наших многоуважаемых зрителей. Итак, вопрос от нашего зрителя. Кадыров называет свои отряды, которых отправляет в Украину, нашими героями и пытается прикрыть свои злодеяния именами великих чеченцев. Многие в Чечне, особенно молодое поколение, которое выросло в оккупации, не понимает, что происходит. Рамзан говорит правильные вещи, уважает наших героев, уважительно относится к традициям и тем самым все ставит с ног на голову. Можешь объяснить, как молодому человеку разобраться в этом? Спасибо, это очень хороший вопрос, очень важный вопрос, потому что за кажущейся простотой этого вопроса на самом деле идет попытка переписать нашу историю. Начать наш разговор я бы хотел с того, что необходимо отметить, что мы живем в очень удивительное время, когда дешевую подделку можно легко выдать за очень дорогой оригинал. И нам всем нужно научиться отличать такую дешевую подделку. К примеру, как отличить настоящие часы Patek Philippe Grandmaster от идеальной копии. Ведь снаружи их трудно отличить, они идентичны, там золото, драгоценные камни, все в принципе на месте. Но цена оригинальных часов начиналась, когда они были выпущены от $2,5 миллионов, и с каждым годом цена только растет, а подделка стоит в 1000 раз дешевле, и она никому не нужна. Вопрос почему? Потому что настоящая ценность находится внутри, в уникальном механизме, который нельзя скопировать. Так и с людьми. Одни стремятся к внешнему блеску, надеясь скрыть свою пустоту, а другие ценны сами по себе, благодаря своим идеям, убеждениям, своему внутреннему миру. И вот шейх Мансур был один из таких людей. Его имя невозможно подделать, его дух – это бриллиант. И вы только представьте, насколько мощной должна быть личность, если спустя столетия это имя все еще вдохновляет нашу народ на борьбу. И что делают кадыровцы? Они пытаются украсть это имя, подделать его, выдать себя за наследников его пути. И вместо того, чтобы честно признать сущность своей природы и сказать, да, мы варвары, да, нас абсолютно не интересует никакая мораль, никакие идеалы, нам наплевать на ваши идеалы. И мы живем ради удовольствий. Но для того, чтобы это сказать, нужна смелость, которой у них нет. Проще говоря, нет смелости быть негодяями открыто. И вместо этого они хватаются за великие имена и надеются спрятаться за ними.
Поэтому мы невольно становимся свидетелями того, как кадыровская власть пропитывает лицемерием всего чеченское общество. И вот в такой попытке показать себя настоящими чеченцами, соблюдающими традиции, они одевают национальные костюмы, придумывают национальные праздники, новые чеченские национальные праздники, связанные с историческим прошлым. Для чего? Для того, чтобы показать, что именно они являются или они связаны с этим героическим прошлым нашего народа. И даже чисто внешне, хотя это может быть не совсем правильно говорить, но даже чисто внешне они вызывают такую брезгливость своей напыщенным позерством. Посмотрите на эту агрессивную невежественность, этот нарочито низкий голос, натянутое выражение лица, суровый взгляд. Им кажется, что именно это делает их настоящими чеченцами. Отсюда и все вот это бесконечное показушничество. Причем показушничество во всем, от позирования в дорогих автомобилях до постановочных героических историй. И их любовь к съемкам в ТикТоке — это вовсе не случайность, а такая логическая закономерность. Это просто еще один слой такой дешевой мишуры, в которой они живут. Но за этими карнавальными масками скрывается не гордость, а скрывается стыд. Стыд за беспрекословное подчинение, за унижение, которое они пытаются прикрыть театральными декорациями. Да, они наряжаются в национальную символику, но остаются лишь такой дешевой подделкой, дешевым муляжом, который никогда не сравнится с оригиналом. Потому что настоящая ценность всегда кроется внутри, а не во внешности. И в этом контексте кадыровцы мне напоминают таких ряженых российских казаков, которые сегодня с серьезным видом требуют у Путина принять царскую корону. Те же дешевые театральные костюмы, тот же комический пафос, та же непоколебимая вера в собственную значимость. Инал, перед началом эфира ты вспомнил, что в своем романе Абузар Айдамиров приводит разговор твоего прадеда с Зелимханом Карачаевским. Думаю, нашим зрителям будет интересно услышать эту историю в контексте нашего разговора. Диалог, состоявшийся между моим прадедом Данилбеком Шариповым и Зелимханом Карачаевским, который описан в романе «Буря», классика нашей литературы, классика чеченской литературы Абузара Айдамирова. И чтобы его полностью понять, важно знать исторический контекст этого диалога, и который я сейчас попытаюсь вам объяснить. Данилбек Шарипов был одним из лучших адвокатов Северного Кавказа и с 1910 по 1917 год был председателем коллегии адвокатов у нас в республике. Он был старшим из 6 братьев Шариповых, и самый младший, который был из них, это был Майрбек Шарипов. Помимо этого, Данилбек в 1911 году являлся первым главным редактором первой чеченской общественной политической газеты «Терец», которая, к сожалению, просуществовала, если не ошибаюсь, порядка 8 месяцев, но точно не более 1 года, и которая была закрыта царской администрацией в 1912 году. Суть диалога заключалась в том, что Зелимху противостоял такой терский казак, полковник Вербицкий. Вербицкий опубликовал в газете вызов Зелимху, и этот вызов сопровождался оскорблениями в адрес Зелимха. В ярости Зелимх приехал к своему другу, близкому человеку, Данилбеку, чтобы Данилбек написал от его имени ответ этому полковнику Вербицкому. Абузар Айдамиров в романе очень атмосферно, очень красиво описывает, как Зелимх
оставив своего друга Аюба с лошадьми в Старой Сунже, пешком через темные пустынные улицы, чтобы его никто не узнал, не увидел, тайком добрался до дома Данилбека. Тогда наша семья жила в районе Зеленого рынка, в самом центре Грозного. Зелимхан постучал в дверь условным стуком, который знали только члены нашей семьи. И Данилбек сразу понял, зачем пришел и кто пришел по этому стуку. Но следуя высокому чеченскому этикету, прежде чем перейти к важному разговору, они говорили на отвлеченные темы и вначале вместе поужинали. И несмотря на то, что сам Данилбек также был возмущен этой выходкой Вербицкого, потому что он этот выпад Вербицкого воспринимал в свой адрес, потому что Зейлинг, они были дружны с Зейлингом, он, Данилбек, также сохранял внешнее спокойствие. И нужно сказать, что Зейлинг был очень близок к нашей семье. Он часто приезжал к моему уже прапрадеду Джамалди Шарипову за советом и дружил с его сыновьями. Однако такая особая привязанность, особые отношения были у Зейнова с Асламбеком Шариповым, который был значительно младше него. Но у Зейнова были к Асламбеку такие братские чувства, и он относился к нему как к родному младшему брату. И в Буре Абузар описывает, что перед тем, как уединиться в кабинете с Данилбеком для обсуждения волнующих их проблем, самая главная проблема, это вот ответ Вербицкому, Зейлинг, как словно ни в чем не бывало, без тени гнева, весело пообщался с молодым Асламбеком. Он не подавал виду, что его сердце горит от ярости, не позволял эмоциями взять вверх, соблюдал абсолютное спокойствие, что характеризует его высочайшую культуру. Но еще большим для меня откровением был сам этот разговор, удивительный разговор между 40-летним Зелимханом Карачоевским и 15-летним Асламбеком Шариповым. Двух людей, которые впоследствии отдали свои жизни за честь, за достоинство и за свободу своего народа. Это диалог двух близких людей, двух борцов, который, на мой взгляд, имеет огромное историческое значение. И для тех, кто реально интересуется историей, в частности, кто хочет понять, кто такой был Асламбек Шарипов, потому что на этот счет существует огромное количество манипуляций и слухов, я настоятельно рекомендую не обращаться к советским источникам и не пересказывать коммунистическую пропаганду и коммунистическую ложь. Истинный образ Асламбека раскрывает исключительно чеченские источники, в частности Абузар Айдамиров, который глубоко и очень долго изучал этот вопрос и объясняет в нескольких своих произведениях роль личности Асламбека и его роль в истории. Кому не авторитет Абузар, обратитесь к настоящим историкам, таким как, например, Хасан Бакаев, которые не заражены имперской бациллой, потому что деколонизация чеченской истории – это отдельный большой разговор, который нам все равно рано или поздно предстоит. И справедливости ради я хотел бы еще отметить один факт, что не только Асламбек Шарипов, но практически все братья Шариповы погибли на этом пути борьбы с несправедливостью. Асламбек погиб в борьбе с Деникиным, вернее, в бою с отрядами Деникина в 1919 году в возрасте 21 года. И Деникин вместо того, чтобы идти на Санкт-Петербург и в Москву, он решил покорить Чечню. Его младший брат Майырбек Шарипов погиб в возрасте 37 лет, спустя 20 лет уже воевав с отрядами НКВД.
А Данилбек, самый старший из братьев, мой прадед, был арестован, так как он был самым, ну, был братом Майрбека и умер в пересыльной тюрьме в Караганде. Мы не знаем, где их могилы, нам известно только могила Асламбека, она находится в Шатое, и если могила других братьев, нам неизвестно, потому что, как вы знаете, по такой традиции, старой традиции, российские власти не выдают тела своих врагов. Почему я рассказываю эту историю подробно? Потому что я надеюсь, что эта история вдохновит молодое поколение на борьбу, так же, как эта история когда-то вдохновила меня и стала причиной, одной из главных причин моей борьбы. Сейчас возвращаемся к основной теме, к теме Зелимхана, к его истории. Оказавшись уже в отдельном кабинете с Данилбеком, где их никто не слышал, и Зелим с близким человеком мог себе позволить эмоции. Он был в ярости, он был возмущен. Он говорил, что многие русские офицеры пытались убить его, но никто прежде не оскорблял. Хоть они были враги, но в этом уважении к человеческому достоинству у него были схожие представления с царскими офицерами. А это ничтожество полковник Вербицкий не просто оскорбил его, но сделал это публично через газету. И Зелим в этой связи попросил Данилбека написать ответ от его имени, также через газету, принять вызов Вербицкого на дуэль. И Зелим предлагал предварительные условия, 1 на 1, без свидетелей, и предлагал Вербицкому выбрать то оружие, которое он посчитает более комфортным для него. Он поклялся Кораном не предавать и не выдавать никого, кто будет помогать организовывать эту дуэль. И он, Зелим, намеревался ждать каждую среду в лесу, в 3 километрах отведено в течение месяца этого полковника Вербицкого. Выслушав Зелимха, Данилбек все тщательно записал и сказал о том, что у него есть контакты и друзья в разных изданиях, и он попытается максимально во всех изданиях опубликовать письмо Зелимха. Однако он тут же предупредил, что Вербицкий не придет на дуэль с Зелимхом. И тогда Зелимх, конечно, был искренне удивлен. Он не мог понять, как человек, который сам бросил вызов на дуэль, откажется от этого поединка. Но Данилбек пояснил, что честь и слово для таких, как Вербицкий, ничего не значит. Этот вызов был лишь способом унизить Зелимха, очернить его имя, вызвать ненависть со стороны людей. Кроме того, Вербицкий пытался выставить себя таким смелым человеком перед властями и обществом. Ну, то, что это мы сегодня называем попиариться. И вот задумавшись над словами Зелимха, Зелимх был в полной растерянности, и ему было трудно понять, что честь и достоинство, столь значимые для него, могли ничего не значить для полковника царской армии, для его противника. Он не понимал, что Вербицкий, движимый бессилием и злобой, всего лишь пытается создать вокруг него, вокруг Зелимха, негативный образ, прибегая к грязным методам, которые сегодня стали излюбленными приемами его идеологических наследников. И этот эпизод из прошлого удивительным образом напоминает поведение сегодняшних кадыровцев и роднит их с такими, как этот терский казак, полковник Вербицкий. Пренебрежение к человеческому достоинству абсолютно чуждо чеченской культуре.
к достойному врагу всегда проявлялось уважение. Ведь это не просто норма поведения, а неотъемлемая часть чеченского этикета. Желание унизить и затем попиариться – это проявление арабской природы, и чеченцы всегда презирали эту холопскую низость. И как бы они ни пытались спрятаться за великими именами, время всегда отличит оригинал от копии. И когда Рамзан одевает кольчугу, пытаясь выглядеть как такой грозный чеченский воин прошлого, эффект оказывается, мягко говоря, противоположным. Вместо сурового горца он больше напоминает персонажа из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», такого растерянного боярина, случайно попавшего в не тот век. Этими действиями он, я имею в виду Рамзан, постоянно хочет доказать чеченцам свою такую значимость. Почему это происходит? Это происходит потому, что главный страх Рамзана – это его собственный комплекс неполноценности в чеченском обществе. Именно этот комплекс, именно эта проблема толкает его к постоянным попыткам доказать, что он настоящий чеченский мачо, такой настоящий чеченский мужчина, будь то в нелепых историях о том, как он один противостоял тысячам боевикам, или в его отчаянных попытках превратить себя в такого легендарного героя. Этот комплекс завел его даже в кино, где, разумеется, он сыграл главную роль. Забавно, с какой ухмылкой он и его окружение всегда подчеркивают театральное прошлое Ахмеда Закаева, в то время как сам Рамзан участвует в откровенно комичных постановках. Но ни Рамзану, ни рамзановскому окружению не понять, что театр в советское время, где, кстати, в начале 90-х я с Ахмедом и познакомился, и где мы вместе работали, был не просто сценой, а сердцем национальной чеченской культуры. Тогда он объединял всю творческую интеллигенцию чеченского народа. Там были национальные режиссеры, поэты, писатели, художники, композиторы, актеры. Все, кто, несмотря на сложные испытания, сохранили свой культурный код чеченского народа. Это они являлись хранителями чеченской культуры в советский период. А Рамзан сегодня, движимый своим таким тщеславием, готов сниматься в пародийных фильмах, тем самым производя совершенно обратный эффект. И примечательно, что фильм, в котором снялся Рамзан, в качестве главного героя, который они преподносят как историческое кино, имеет такое говорящее название «Волшебный гребень». Я посмотрел этот шедевр сквозь смех и искреннее удивление, ведь очевидно, что это никакое не историческое и никакое не кино, а такая пародия на гайдаевскую комедию про труса, балбеса и бывалого. Единственное, что соответствует заявленному явлению, это название фильма, но и то без двух букв во втором слове. Простите меня за мой мувитон, я никогда себе такого не позволяю, но дело в том, что здесь я, как человек, связанный с искусством, разумеется, должен дать искусствоведческую оценку. Но, увы, здесь нет никакого искусства, здесь нет предмета разговора. Перед нами такой корпоративный капустник, где трактористу дали главную роль просто потому, что он является племянник директора совхоза. И здесь уместно говорить о сугубо медицинском аспекте, и именно поэтому мне приходится прибегать к емкой медицинской терминологии. Разумеется, исключительно в образовательном смысле, ведь одно слово способно одновременно передать и диагноз,
и суть проблемы, и, что немаловажно, такой природный архетип. Поэтому, возвращаясь уже в серьезное русло, для них важно было вначале попытаться переделать нашу историю, переписать. Даже Ахмада Кадырова они до сих пор называют первым президентом Чеченской Республики. На что они надеялись? Вот, они думали, что мир забудет Джохара Дудаева, они думали, что смогут стереть народную память о нем, или что имя Джохара исчезнет из всех архивов, энциклопедий. Совершенно непонятно. Сталин пытался это сделать и проиграл. На что они рассчитывали? Мы также помним, как Рамзан оправдывал депортацию чеченцев, обвинял нас самих в этом преступлении, как его министр внутренних дел хранил на своем столе бюст Сталина. Даже российские пропагандисты были шокированы. Да, они пытались уничтожить наши культурно-исторические ценности и заменить их на российские. И вот сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что и политологически на уровне идей, и политтехнологически на уровне реализации этих идей, в этом вопросе у них ничего не получилось. Москва не понимала нюансов чеченского общества, а те, кто ей помогал из местных, не читал ни Гюстава Ле Бона, ни даже Александра Солженицына. Они не изучали ни психологию народа, ни законы исторической памяти. Я предполагаю, что они думали, что, создав чеченцам невыносимые условия, нас можно будет легко перепрошить или переформатировать, как это у них получалось в других случаях. Но они не учли главного. У чеченцев есть своя неизменная внутренняя механика. И чеченский народ — это не подделка, это уникальный механизм, который продолжает работать в невыносимых условиях, несмотря ни на что. Но с другой стороны, за последние десятилетия мы видим, как сознание многих чеченцев, и в первую очередь под оккупацией, изменилось. Люди стали отвергать реальность, заменяя ее мифами. И когда мир не поддается воздействию, от своей слабости человек уничтожает его в своем воображении, радикально отрицает его существование. Поэтому некоторые наши сограждане отрицают существование нашей борьбы за деоккупацию. Они отрицают, что мы вообще существуем, и не хотят ничего об этом слышать. Такой отказ от реальности в современном чеченском обществе, как я уже повторяюсь, особенно у тех, кто проживает в республике, прямо связан с чувством беспомощности, неспособности внести хотя бы минимальные изменения в жизнь не только своего народа, но и даже своей семьи. Но вот что интересно. Пытаясь найти утешение в религии, люди с разбитыми сердцами и опустошенным сознанием обращаются к религиозным авторитетам в республике за духовной поддержкой. А эти вот так называемые духовные авторитеты, расставленные муфтиятом, в свою очередь являются главными идеологическими проводниками колониальной политики Кремля. И здесь, вот в таком замкнутом, можно сказать, бездушном пространстве, в таком вакууме появляется новая оккупационная мораль. И когда представители кадыровского режима, олицетворяющие самые низменные человеческие качества в истории чеченского народа, пытаются прикрыть свое ничтожество благородными именами из чеченской истории, такими как шейх Мансур, парадоксально, с целью подавления тех самых идеалов свободы, за которые боролся шейх Мансур, это выходит за рамки простой иронии судьбы. Это имеет свой эффект в этой новой формирующейся квази-морали. Формирование новой морали на оккупированной территории – это ведь не чеченский феномен, это скорее универсальный процесс, который повторялся много раз в истории человечества. Возможно, нечто подобное происходит и на оккупированных территориях Украины. Описывали ли этот феномен какие-либо
мыслители, чьи идеи помогут нам разобраться в этом вопросе? В данном случае Ницше нам здесь может помочь разобраться, как чувство обиды и зависти может превращаться в целую систему ценностей. Он это называл ресентимент, когда человек обвиняет других в своих бедах, но не может ничего изменить, а потому ищет оправдание своей слабости. Ницше выделял два типа морали. Мораль господ и мораль рабов. Господа сами создают свои ценности, исходя из силы, уверенности и внутренней свободы, и живут по своим принципам. Рабы, наоборот, строят свою мораль на ненависти к сильным и живут в страхе и подчинении. Вот чеченский народ всегда жил по морали господ. Мы боролись за свою независимость, защищали свои традиции, опираясь на внутреннюю силу. Наши предки не нуждались в оправданиях. Они действовали, они не жаловались. Но сегодня мы видим другой процесс, когда люди принимают мораль рабов. Они больше не борются, а подчиняются. Они оправдывают свое бездействие, придумывая красивые истории, почему так лучше жить. И вот кадыровцы – это такой яркий пример этой морали. Они не строят свою судьбу сами, они просто реагируют на обстоятельства. Они подчиняются вышестоящему начальству просто потому, что боятся. Но самое страшное в этом, что они не просто подчиняются, они пытаются оправдать это подчинение, превращая это подчинение в такую новую норму. И вот в этой рабской морали предательство становится нормой, которую они называют уже стратегией выживания. Лицемерие там называется мудростью, а подлость выдается за смелость. А вот религию они используют не для духовного пути, а для оправдания насилия и всех вышеперечисленных пороков. Таким образом, ресентимент Ницше объясняет нам, как слабость и обида превращаются в оправдание предательства. И тот, кто стоит на пути сопротивления и противостоит морали рабов, сделал свой выбор. Но, к сожалению, для многих чеченцев жить по морали господ или жить по морали рабов все еще актуальный выбор. И это не вопрос нашей истории, это вопрос нашего будущего. И здесь мы подходим к главному вопросу, на мой взгляд. Так что же отличает настоящего чеченца от его копии? И ответ здесь, мне кажется, очевиден. Это отношение к свободе. Потому что свобода для чеченца не просто абстрактное понятие, не метафора и не литературный образ. Это жизненно важный элемент, определяющий существование. Вся чеченская культура пронизана духом свободы. Когда мы встречаемся, мы приветствуем друг друга словами «приходи свободно». Когда мы прощаемся, мы говорим «оставайся свободным». Желая здоровья, мы говорим «пусть Всевышний дарует тебе свободу». Эти слова отражают суть чеченской идентичности. Все наши герои, от шейха Мансура до Хасухи, от Байсангура до Джахара, все отдали жизнь за свободу своего народа. И настоящие чеченцы отличаются от кадыровцев именно этим. Для чеченца свобода является абсолютной ценностью. Чеченцы не мирятся с несправедливостью, не подчиняются арабской психологии и всегда стремятся к справедливому устройству общества. Кадыровцы же это те, кто ради власти, денег и страха отказались от свободы, смирились с несправедливостью и подчинились тирану. Чеченец может быть набожным, может обладать исключительными талантами, может владеть миллиардами долларов, но если в нем нет духа свободы, если он мирится с несправедливостью и покорно принимает рабство, в традиционном чеченском обществе он никогда не будет равным. Его богатство и заслуги никогда не компенсируют рабской психологии. Напротив, даже самый бедный чеченец, который стоит на страже свободы и на страже справедливости, будет восприниматься в обществе как равный среди равных.
И в чеченской культуре не золото и власть определяет достоинство, а его верность идеалу. Таким образом, ни известные благородные предки, ни чистота крови, ни социальный статус не могут служить определением чеченца. Принципиальное качество, которое должен иметь чеченец, это тяга к свободе и справедливости. А это уже идея. И таким образом, главной ценностью, которая объединяет настоящих чеченцев, является именно идея. И здесь мы подходим к очень большому и важному вопросу рождения чеченской нации. Потому что нация объединяется идеей. Подумайте над этим. Инал, я благодарю тебя за этот разговор. О нашей аудитории хочу сказать, что разговор с министром иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Иналом Шерипом мы постараемся проводить регулярно. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал iNews, Ичкерия News, ставьте лайки, распространяйте наши видео. В наш поворотный момент истории очень важно не потерять главную тему – тему независимости Чеченской Республики Ичкерия.